Чернышевская кадетская школа-интернат переживает перерождение после нескольких лет беспорядка. В августе этого года в силу вступило решение о передаче учреждения в структуру Мирнинского регионального технического колледжа. Изменилась ли жизнь в кадетской школе за последние месяцы, расскажет Марфирина Алексеева. Осенью прошлого года распоряжением экс-главы республики кадетская школа была передана в систему Мирнинского регионального технического колледжа. Передача вступила в законную силу в августе этого года. Такому решению послужило плачевное состояние школы. Ветхая мебель, протекающая крыша, отопительная система и сантехника в непригодном состоянии. Учебный процесс не был налажен должным образом. Отсутствие дисциплины среди кадетов, то и дело вылазили наружу факты неуставных взаимоотношений среди учащихся. На данный момент школа-интернат преобразилась. Проведен ремонт. Самой важной мерой на пути к обновлению стало решение о замене кадров. Несмотря на то, что с начала учебного года прибыло 7 новых специалистов, школа все еще нуждается в сотрудниках. Мы планируем, конечно, воспитатели были кадровые офицеры, которые закончили военные вузы, военные училища. В данный момент у нас имеется их двое. Один у нас является старшим воспитателем, то что служил именно Казанско-Танское командное училище. И недавно, в октябре месяце, прибыл к нам еще один офицер, лейтенант, закончил тоже Казанское танковое училище. Он у нас кандидат мастер спорта по тяжелой атлетике. И как раз дополнительно он занимается с нашими кадетами по тяжелой атлетике. Проделан и запланирован целый комплекс мероприятий для поднятия престижа учебного заведения. Осуществлен набор новобранцев, возрожден духовой оркестр, оснащена слесарная мастерская, чтобы ребята могли получить профессию слесаря. Заключен договор с Росгвардией. Ребята имеют возможность поступить на службу в войска Росгвардии, а лучшие – военные учебные заведения через школу младших командиров. Теперь кадеты, которые хотят стать военными, будут проходить отдельную подготовку для поступления в военные училища. Разработан новый договор, который будут заключать родители на обучение детей, о том, что нарушители будут нещадно отчисляться. Также решена проблема питания. Если раньше меню составляли из того, что было в складах, сейчас утверждено 14-дневное питание, за нарушение которого ответственные понесут наказание вплоть до увольнения. Мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика. И на днях, если прибудет воспитатель, будет дзюдо, самбо. Также наши кадеты посещают культурно-оздоровительный центр «Каскад», где у нас настольный теннис, плавание. Там же могут заняться по мини-футболу, хоккею. То есть кадеты развиваются по всем направлениям. И сейчас у администрации учебного заведения стоит большая цель. Как сказал Владимир Березовой, директор технического колледжа, мы должны стать не только образцовой, но вывести школу в лучшую среди учебных заведений кадетской направленности. Марфирина Алексеева, Кирилл Шолохов, Мирнинский район.